Тем временем в коме 135 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего с начала пандемии заразились 9342 человека. Наиболее сложной становится ситуация в Ухте и Сосногорске. Оба муниципалитета столкнулись с агрессивным штаммом коронавируса. По информации ГО и ЧС, в основном речь идет о домашних очагах и рабочих местах. Но приковывают к себе внимание и завозные случаи. Чаще всего коронавирус приходит из Москвы, Санкт-Петербурга и Кирова. Виктория Науменко доложит оперативную обстановку. По данным на 8 октября в Ухте 424 заболевших, из них 113 на стационарном лечении. А всего с начала пандемии в городе зарегистрировано уже 933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Эпидемиологический порог сейчас превышен 3,6 раза. По данным Роспотребнадзора, самый распространенный способ заражения через контакты в семье. На втором месте идут заражения по работе. Еще часть заболевших привезли ковид из отпусков, преимущественно из крупных мегаполисов России. Рост стремительный, ситуация опасная, предупреждают в мэрии. Речь уже идет о дефиците специальных коек для ковидных больных, поскольку в Ухтинскую городскую больницу госпитализируют также пациентов из соседних Троицко-Печорского и Сосногорского районов. Занято уже 248 из 265 таких коек. При приросте, тот, который сейчас наблюдается, требуется открывать дополнительные койки, либо перевозить всех заболевших с тяжелыми формами уже в город Сыктывкар на лечение в республиканские учреждения. Поэтому встал вопрос о том, что делать, чтобы обуздать вот этот рост заболеваемости. Как показывает общемировая практика, наиболее действенный способ противостоять распространению вируса – разобщение населения. Поэтому до 15 ноября в Ухте запрещены все массовые мероприятия, включая спортивные и культурные. Кроме того, на заседании оперативного штаба администрации принято решение все муниципальные предприятия с 9 до 19 октября перевести на дистанционную форму работы. Исключение составят лишь экстренные службы и подразделения, где необходим постоянный прием посетителей по жизненным показателям. Это же рекомендовано предприятиям всех форм собственности. При этом на условиях строгого соблюдения санитарных норм продолжат работу Ледовый дворец имени Капустина, плавательный бассейн «Юность» и кинотеатры. Также в прежнем режиме пока будут работать школы и сады. На сегодняшний день 23 класса по контактам по системе образования закрыты, это 186 учащихся. ОРВИ болеют 534 ученика, это 4% от всего контингента школьников. И у 22 детей диагностирован ковид. Роспотребнадзор считает, что пока школьники у нас идут достаточно так, неспокойно, но, по крайней мере, нет такого опасения за ситуацию, как по взрослым. Еще одна причина, по которой от перехода на дистанционную форму обучения пока воздерживаются – риск массового скопления школьников в общественных местах, что только усугубит эпидемиологическую обстановку. Как показал опыт весенних ограничительных мер, это может стать серьезной проблемой. А вот несоблюдение масочного режима – проблема уже существующая. В связи с этим в городе с конца сентября возобновили рейдовые мероприятия по общественным объектам. В ближайшие дни их будут проводить чаще. Кроме того, начнут проверять наличие масок и пассажиров, кондукторов, водителей в общественном транспорте. Для всех граждан, неважно, находится ли продавец ли это, либо это просто гражданин, должна быть обязательно маска. Если же маски нет, то мы будем составлять протокол об административном правонарушении согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ за нарушение масочного режима. Данный материал рассматривается в Ухтинском городском суде. Так, с 12 сентября уже составлено 12 протоколов об административных правонарушениях. Они грозят либо предупреждением, либо штрафом от 1 до 30 тысяч рублей. Специалисты ГО и ЧС поясняют, соблюдение перечисленных ограничительных мер носит отнюдь не рекомендательный характер, даже если не объявлена чрезвычайная ситуация. Есть постановление федерального правительства о правилах поведения граждан при ЧС или угрозе ее возникновения. Нынешнее положение как раз можно характеризовать как угрозу возникновения ЧС. А невыполнение соответствующих правил поведения здесь уже административная статья. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.